Министр культуры Светлана Каликова в ходе рабочей поездки в Чебоксарский район ознакомилась с деятельностью учреждений культуры Чебоксарского района. Одним из первых объектов стал Центральный дом культуры, где гостями столицы представили уникальную выставку местных вышивальщиц. Итоговое совещание открыл заместитель главы администрации Чебоксарского района Сергей Дмитриев. В выступлении он подчеркнул, что в 2020 году в Чебоксарском районе проведена большая работа по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений культуры. В прошлом году нам, Чебоксарскому району, было выделено около 65 миллионов рублей. Это один из самых крупных денежных вливаний среди муниципальных образований. С докладом также выступила начальник отдела культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района Екатерина Кириллова. Она рассказала, что основные события в 2020 году были посвящены Году памяти и славы и празднованию столетия образования Чувашской автономной области. Одной из проблем Чебоксарского, как и других районов Чувашии, является нехватка кадров. На сегодняшний день здесь требуются хормейстеры, хореографы, аккомпаниаторы. В этом году большое внимание будет уделяться оснащению библиотек книгами на чувашском языке. В рамках подпрограммы сохранения, изучения и развития чувашского языка на приобретение книг в бюджете республики предусмотрено больше 3 миллионов рублей. Сейчас в Национальной библиотеке Чувашии сортируют первую партию изданий, чтобы отправить в сельские читальни. Перед библиотекарями стоит задача презентовать новые книги на своих площадках, привлекая к участию писателей и поэтов республики. И мы поговорим с писателями о том, что они должны, после того, как книги дойдут до вас, организовать встречу с читателями. У нас среди писателей есть удивительнейшие, уникальные люди, которые великолепные рассказчики. От вас, уважаемые библиотекари, уважаемые работники клуба, мы попросим в свою очередь активизировать свою работу по организации встреч с писателями. И на 2022 год, конечно, мы будем анализировать, кто из писателей, какой объем работы провел со своими читателями. Мы, конечно, будем, когда доводить до вас книги, тоже будем смотреть, как работал библиотекарь. Если он принял книги, распаковал вот эти упаковки и красиво поставил на стеллаж, и на этом успокоился, надо будет анализировать, стоит ли этой библиотеке дополнительные книги выделять. Еще одним важным вопросом обсуждения стал режим работы сельских домов культуры и организация досуга населения. Если мы говорим, что мы работаем с 3 часов до 8 часов ежедневно, то с 3 часов до 8 часов ежедневно в клубе, в библиотеке должны находиться, в моем понимании, постоянно люди. Или репетируют, или книги читают, или соревнования проводят. И это нужно делать каждый день, кроме выходного дня. После совещания методисты Республиканского центра народного творчества, Дворец культуры тракторостроителей и Национальной библиотеки провели с работниками культуры Чебоксарского района семинар по секциям «Клубно-досуговая деятельность и библиотечное дело».